Кажется, в мае в лесу делать нечего. Все только начинает цвести. До ягод и грибов еще очень далеко. И действительно, о ягодах говорить еще рано. А вот по поводу грибов знающие грибники со мной бы поспорили. Май – разгар грибного сезона. Грибы можно увидеть практически в любое время года. Особенно много их летом и осенью. Но прежде чем отправиться на тихую охоту, совершим небольшой экскурс в мир биологии, а вернее микологии, науки о грибах. Грибы произрастают на Земле около 400 миллионов лет. Они разнообразны по размерам и форме и встречаются практически на всех континентах. Грибы хранят множество тайн, вплоть до того, что их считают инопланетными пришельцами. Но это тема уже другой передачи. Наш рассказ о привычных нам грибах, детях лесов, как их часто называют в сказках. Грибы – это отдельное царство, по последним данным насчитывающие где-то порядка 100 тысяч видов. Они сочетают в себе и признаки растений, и признаки животных. То есть из признаков растений это неподвижное состояние и неограниченный рост верхушечный, а и признаки животных в клеточной стенке грибов содержится хитин, так же как у насекомых. Поэтому даже считается, что они трудноусвояемый продукт, но в последнее время, по последним данным, считается, что грибы в принципе довольно усвояемый продукт, только их нужно перед употреблением хорошо измельчить. Ввиду того, что в грибах содержится хитин, их питательная ценность невелика, и они трудно усваиваются организмом. Однако пищевая ценность грибов в высоких ароматических и вкусовых качествах, поэтому грибы часто применяют в качестве приправы или дополнения к гарниру. Этим они и ценятся, грибы, своим специфическим вкусом, запахом. Они по химическому составу все близки, но по вкусовым качествам они все совершенно разные. Возьмите подберезовик, возьмите белый гриб. Они разного вкуса и разного качества при приготовлении. Или возьмите маслята. С них сок течет, буквально начнет их жарить, они плавают. Под елью свиное ушко – это дословный перевод одной коми-загадки. Как вы уже догадались, правильный ответ здесь – гриб. Грибы и на самом деле богаты белком. Однако заменить мясо, как считают некоторые, они не могут. Грибы полезны, знаете, для кого? Для больных, страдающих ожирением. Для того, чтобы наполнить желудок, погасить желание, голод – и вывести все из кишечника. Потому что там клетчатка и белок, который наш организм практически не переваривает. Доли там какие-то, в основном выходит белок. Потому что там цепочки длинные очень, круто скрученные, и аминокислоты наш организм оттуда достать не успевает. Для грибов у нас короткий кишечник, и ферментов недостаточно. Остается усвоенным, может быть, чуть-чуть белка. Даже железо, которое есть в грибах, оно практически не усваивается. То, что мы называем грибами, на самом деле являются плодовыми телами. Сами же грибы увидеть практически невозможно. Они скрываются в земле, в гниющей древесине и под листвой. Грибы состоят из тонких, часто сплетенных нитей, гифов. Они напоминают паутину. Эти сплетения находятся под землей и называются мицелием. На поверхность выходят лишь плодовые тела. Приведем сравнение – дерево и плод. На дереве растут плоды, необходимые для размножения дерева. Также плодовые тела нужны для мицелия. На поверхности уже образуются его, можно сказать, плоды. Плодовое тело со спорами, то есть, которое служит для размножения. А сам организм гриба расположен внутри почвы. Если не образовалось плодовое тело, но в принципе тут могут быть много грибов расти, но мы определить их можем только по плодовому телу. Плодовые тела именно образуют, когда складываются благоприятные для них условия. Тут же в сосняках еще встречается синяк. Он плодоносит в годы с затяжной теплой осенью. Гифы
могут протягиваться на многие километры. Так что даже через 10 или даже 20 километров вы можете встретить гриб из одного и того же семейства. Грибница до метра распространена в почве, и она занимает достаточно, у некоторых видов она занимает достаточно большие площади, то есть она как сеть волокон, сеть паутинистая такая, занимает, ну, я не знаю, вот эти вот сморчки, например, вот здесь мы нашли, да, я рискну предположить, что вот до самых вот этих вот ивников, вот эта вся площадь, здесь все распространена грибница сморчка конического. Возможно, вы замечали, что грибы растут по кругу. Это явление на Руси называли ведьмиными кольцами и связывали с потусторонним миром. На самом деле, круги, которые очерчивают грибы, напрямую связаны с жизнью грибницы. Внутри этого круга ничего нет, а по периметру масса плодовых тел. Это как раз связано со старением грибницы. Центральная точка этого круга – место, откуда начался рост грибницы. По периферии самые молодые участки грибницы. И вот самые молодые, самые жизнестойкие, они образуют плодовые тела. И в итоге у некоторых видов грибов образуются ведьмины круги такие. Очень загадочное явление, которому приписывали какие-то такие нечистые свойства. У нас, кстати, на территории республики нередко встречаются такие ведьмины круги. Грибы часто называют детьми леса. И действительно, большинство грибов растут в лесу или в парковых зонах. Хотя с виду ничего общего между грибами и деревьями нет. Однако грибы часто вступают в симбиоз с растениями. Под землей гриб оплетает корни деревьев, проникая в них. Это явление называется микоризой или грибокорнем. Корни и грибы обмениваются различными питательными веществами. По словам ученых, 85% растений зависят от грибов. Этот симбиоз приносит пользу и грибу, и дереву. В нашей таежной зоне благодаря именно грибам обеспечивается рост лесов. То есть без грибов у нас не было бы таких густых, хороших лесов. То есть они, вступая в симбиоз, в взаимовыгодное сотрудничество с грибами, грибы с деревьями, тем самым обеспечивают как раз вот компенсацию отсутствия необходимых питательных веществ в почве. То есть деревьям, которые необходимы для существования. Грибы подкармливают, получается, деревья. Помогает именно грибница. Плодовые тела – это как орган спороношения. То есть это такой показатель, что грибу хорошо, что ему настолько хорошо, что он может себе позволить образовать потомство и рассредоточиться на окрестной территории. А именно вот грибница. Грибница – мельчайшие нити, которые опутывают корни деревьев. Гриб, разлагая органические вещества отмершие, тем самым переводит их в доступную для растений форму для деревьев и через корни снабжает питательными веществами. Некоторые грибы люди научились выращивать промышленным способом. Например, шампиньоны очень хорошо растут в смеси гумуса и конского навоза. А вот вырастить в подвале подосиновики или подберезовики вряд ли удастся. И эти грибы как раз создают симбиоз с деревьями. Грибы-пионеры, которые первыми появляются на местах вырубок, разлагают органические вещества, тем самым подготавливают почву для последующих растений. Те же самые строчки заселяют такие неудобные участки, песчаную почву, например, лишенные растительности, самые неудобные, на которых они поселяются. И потом, постепенно подготовив почву для роста деревьев, роста новых растений, эти строчки тем самым роют сами себе яму, можно так выразиться, да? То есть получается, что на этом месте появляются условия хорошие для роста других видов, появляются другие виды и постепенно вытесняют строчок, который менее конкурентоспособен. Первые грибы на территории нашей республики появляются уже в мае, вскоре после того, как сходит снег. Заканчивается грибной сезон глубокой осенью, с наступлением сильных заморозков. По словам ученых, наша республика входит в пятерку самых грибных регионов России, наряду с Якутией, Архангельском и Красноярским краем. Если собрать все грибы, которые выросли на территории Республики Коми в среднеурожайный год, то есть когда урожайность по 5-бальной шкале на 3 балла будет, то у нас получится груда массой 300 тысяч тонн свежих грибов, имеется в виду. То есть, чтобы перевести все такие грибы, нужно будет 12
тысяч фур огромных грузовиков с прицепами, чтобы все эти грибы перевезти. Ну, конечно, собрать все эти грибы никакой возможности нет. Эксплуатационный запас, то есть тот запас, который реально могут освоить люди из того, что выросло, это примерно 10% составляет от суммы 300 тысяч тонн, то есть где-то около 30 тысяч тонн люди могут освоить. Но, как правило, собираться еще меньше даже. В корзины любителей тихой охоты попадают далеко не все съедобные представители грибного царства. Издавна в наших краях самыми ценными и популярными считались белые грибы, грузди, рыжики, подосиновики, подберезовики, маслята. И сегодня эти грибы чаще всего попадают в корзины наших грибников. Ведь главное правило тех, кто собирается на тихую охоту – брать только те грибы, в которых уверен и к которым привык. Незнакомые экземпляры лучше обходить стороной. Вряд ли найдется много охотников за сморчками. А ведь это грибы – пионеры наших лесов. Их сезон начинается уже в мае месяце. В республике сморчки можно встретить в южных и в центральных районах. На крайнем севере их нет. Еще два вида съедобных грибов, которые открывают весенний сезон на территории республики Коми. Это сморчковая шапочка и сморчок конический. Сморчковая шапочка по латыни называется верпа богемика, шапочка богемская. В молодом возрасте она имеет такой медово-желтый оттенок. В отличие от строчка, сморчковая шапочка уже не содержит никаких токсинов. Кстати, грибовница из сморчковой шапочки не уступает, а даже, может быть, и превосходит грибовницу из белых грибов. Следует помнить, что сморчковая шапочка включена в Красную книгу Республики Коми. Сморчковая шапочка, как и сморчок конический, относится к классу сумчатых грибов. Их особенность в том, что споры, орган плодоношения грибов, находятся не в трубочках, как у трубчатых, и не между пластинами, как у пластинчатых, а в особых вместилищах, сумках, которые находятся в складках на поверхности шляпки. Сморчков порядка 5-7 видов в мире присутствует. Вот этот сморчок конический у нас распространен в лесной в таежной зоне. Есть еще сморчок обыкновенный маршала эскулента, или сморчок съедобный, который растет на юге Российской Федерации. А нам достался вот сморчок конический, родственник сморчковой шапочки. Растет в весенний период, во второй декаде мая. Предпочитает он расти в ивниках, таких разнотравных. Бывает, что растет в небольших средневозрастных ольшаниках, а бывает, что встречается на огородах. Очень часто люди приносят сморчок конический и спрашивают, что это. Я нашел это на огороде. Выросло. Вот приходится объяснять, что это очень вкусный съедобный гриб. Сморчок конический тоже 3-я категория. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но, по-моему, выглядят сморчки не очень аппетитно. Да и есть тут, кажется, нечего. Ножка внутри ватообразная и полая. Вот, что они из себя на разрезе представляет. То есть вот начинает расти он, получается, такой шарик полый, и постепенно вытягивается в высоту, и на поверхности у него появляются вот такие выступы такие вот. Его также нужно отварить однократно в течение 10 минут и потушить с картошкой. Получается очень вкусно. Сморчки среди наших коми-грибников и среди даже российских грибников, значит, не пользуются такой популярностью, как, например, на Западе. На Западе там существуют целые клубы любителей охоты на сморчков, так они называются. То есть там они и форумы в интернете, и какие-то соревнования устраивают. То есть очень популярные грибы на Западе. Если сморчки предпочитают ивники, сырые места вдоль водоема, то другие весенние грибы, строчки, растут в сухих барах. Эти грибы путать не стоит. Если сморчок в России признан условно съедобным, строчок официально относится к ядовитым. Самый главный токсин, который содержится в плодовых телах, он называется гирометрин. Он еще может разлагаться на монометилгидрозин и прочие там такие производные. Содержание этого токсина может достигать достаточно высоких значений. В среднем
для нашей подзоны где-то около 200 мг на килограмм свежих грибов, содержание вот этого токсина. Чтобы отравиться, получить отравление, нужно взрослому человеку от полукилограмма до килограмма грибов вот, употребить в пищу. Свежих вот таких. Впрочем, даже среди наших грибников все же находятся смельчаки, любители строчков. А в странах Скандинавии строчки и вовсе считаются деликатесом. С 40-х до 80-х, когда вот существовала система государственных закупок, специальные заготконторы были, сушили и заготавливали, отправляли в Германию, отправляли в Финляндию. То есть такой достаточно популярный был грибочек. Много денег приносил. Проводили мы анкетирование, вот так, по моим наблюдениям, например. На территории Республики Коми примерно 1% грибников, которые знают эти грибы и употребляют их в пищу. Я сам употреблял эти грибы, сам кушал. Вот, там, уже лет 15 я ими занимаюсь. Вот, но сейчас, в последнее время, как-то я от них отошел. Это настоящий гриб такой, очень вкусный. Если правильно его обработать, то есть снизить содержание токсина до минимума, то вполне такой ничего. То есть нужно двукратное отваривание. Оно позволяет снизить содержание гераметрина до 50%. Но я не рекомендовал бы это. Вид ядовитый. Японцы, например, рыбу фугу кушают ядовитую. То есть и у нас тоже есть люди, которые могут и кушать строчки. Все же строчками увлекаться не стоит. Ученые говорят, что яд, содержащийся в строчках, по действию похож на яд бледной поганки и может вызвать очень серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Эти грибы тяготеют к лесам, соснякам с песчаной почвой. И очень часто такие грибы можно найти на всяких нарушенных участках, то есть на вырубках после сосновых лесов. То есть этим грибам нужна почва открытая, то есть где нарушен маховой покров, где нет растительности какой-то. То есть это грибы-пионеры. Очень полезный, кстати, вид для природных экосистем. То есть он первый самый появляется на вырубках, разлагает накопленную органику, все деревяшечки, там веточки, да, вот весь этот водопад, оставшийся после вырубки. И тем самым готовит почву для растений, для того, чтобы вырубка возобновлялась. Есть сведения о том, что он даже вступает в симбиоз с сосной. Гриб дает сосне питательные вещества, а сосна, в свою очередь, грибу строчку питательные вещества дает. Весной в ельниках можно встретить интересные грибы, похожие на шары или бочонки. Это саркосома шаровидная. Это очень редкие грибы. Массово появляются раз в несколько лет. Саркосомы несъедобные, но полезные своими свойствами. В старину этот гриб считали панацеей чуть ли не от всех болезней. Использовали не сам плод, а жидкость внутри. Сейчас уже такая, она старенькая, то есть она уже отжила свой век, можно сказать, диск у нее расширился, она стала такая, как сморщенный такой кисет из-под табака. Жидкость постепенно у нее через микротрещины как бы вытекает. А так, когда она молоденькая, она такая красивая, как бочоночек, такой лоснящийся, такой бархатистый, красивый. Эту жидкость можно пить, по вкусу она напоминает подкрахмаленную воду. Раньше, видимо, когда у нас царствовали вот такие ельники непроходимые, дремучие, его было намного больше, и люди как бы могли позволить себе полечиться с помощью этой саркосомы. Эту жидкость использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний, для лечения язв различных, просто как общеукрепляющее средство, то есть это жидкость, употребление регулярно этой жидкости. Шкурки настаивали на спирту, использовали для лечения ревматизма. То есть прикладывали просто-напросто эти шкурки. Жидкость, она через небольшие трубочки всасывает из почвы. То есть вот видно даже вот эти вот штучки. Это не хвоинки, это вот как раз у нее трубочки, через которые она всасывает почвенную влагу. В народе называется земляное масло, это саркосома. Гриб несъедобный, но не ядовитый. Но собирать его не рекомендуют. Саркосома шаровидная внесена в Красную книгу Республики Коми и других областей и охраняется законом. Вот если мы попытаемся сейчас кусочек отрезать саркосомы, то мы увидим желеобразное такое студенистое вещество заполнено. А внутри вот жидкость, вот она уже немножко просматривается. Ну, в принципе, можно и так ее попробовать. Хотите? Нормально, это просто обычная водичка подкрахмаленная. Многие отказываются, а потом говорят, да чё, боялись, нормально все. Прямо вот этот. Прямо вот так вот отсюда, вот так вот чуть-чуть высосите.
Есть что-то такое? Вот Да. крахмальная водичка такая. Понравилось? Сейчас молодости наберетесь. Горько. Не горько. Это горько, наверное, кусочек хвоинки. Ничего страшного. О. Вот она потекла. Вот попробуйте, вот лизните ее так. Просто лизнуть даже. Можно в кожу лица Давай. втереть. Мы смотрели химический состав этого гриба. В общем, в нем очень много популярной такой в настоящее время аминокислоты аргинина и очень много цинка. Цинк вместе с аргинином, значит, в комбинации, он может оказывать даже омолаживающее действие. То есть в народной медицине его еще использовали в качестве омолаживающего средства. То есть накладывали маски на лицо, деревенские красавицы. Его близкий родственник, плектания черная, есть такой вид, вот за границей, из него выделили очень перспективный препарат, плектозин называется, который используют для лечения раковых заболеваний. То есть, возможно, в саркосоме тоже что-то есть. Говоря о пользе и вреде грибов, стоит помнить, ни в коем случае нельзя собирать грибы вдоль автомобильных дорог, рядом с населенными пунктами, свалками, промышленными предприятиями. Грибы, как губка, впитывают в себя все из окружающей среды. Концентрация вредных веществ в грибах гораздо выше, чем в почве. Собирать грибы лучше молодыми, когда они еще тверденькие, не поражены червями, то есть и пока у них не созрели споры, то есть пока у них пластинки или трубочки беленькие, даже крупные, в принципе, плодовые тела лучше не брать, потому что в них уже мало полезных веществ, они уже начинаются процессы гниения, то есть их лучше вообще не собирать. Хотя у нас некоторые большие грибы собирают, но лучше не брать. Существует такое мнение, что якобы выдергивая грибы с корнем, мы повреждаем грибницу, или наоборот. Есть еще мнение, что срезая грибы, тем самым мы оставляем небольшие участки ножки, которые впоследствии загнивают и тоже наносит, получается, ущерб грибнице. Но ученые проводили анализы, проводили исследования по этому вопросу. В общем, они не нашли никакой разницы. То есть грибам не вредит ни срезание, ни выдергивание. Грибам вредит только вытаптывание. То есть массовая рекреация, массовые толпы грибников, которые вытаптывают тропинки, тем самым уплотняют почву и нарушают рост мицелия грибницы. Вот единственное, что может повредить грибам. Ну и сведение лесов. Многообразие грибов в лесу зависит не только от капризов погоды, но и от людей, от того, насколько мы бережно относимся к окружающей среде. Как ни странно, но микологи утверждают, чем больше людей в лесу, тем больше грибов. Но не стоит обольщаться. Растут грибочки не для того, чтобы порадовать нас. Это скорее борьба за выживание. Есть такое вот наблюдение у меня, и в литературе оно, в принципе, отмечено. Закон фруктификации в результате страдания. Когда идет мощный антропогенный пресс на грибные участки обитания, сезон плодоношения грибов, очень много людей ходят, буквально процесс вытаптывания, то есть куча тропинок, всего. Вот эта грибница, мицелий, попадает в условия неблагоприятные. То есть, чтобы избежать этого, он образует плодовые тела, в которых образуются споры, и тем самым он пытается как бы в сторону уйти от того места, где ему плохо. Но это тоже как бы до поры до времени, потому что если вытаптывание превышает уровень терпимости гриба, то он просто-напросто погибнет и никаких плодовых тел не образует. Грибы – загадочное царство, тайны которого до конца не раскрыты человеком. Издревле грибами лечились, использовали в ритуальных обрядах. Каждый гриб хранит свою индивидуальную тайну. Кто бы мог подумать, что из обычных навозников в стародавние времена изготавливали чернила, а европейцам эти грибы заменяют куриное мясо. Но вот подавать их на ужин под вино не стоит. Впрочем, это уже тема следующей нашей передачи.